сегодня о возможностях современной журналистики и о том, как сделать эту журналистику, нашу профессию, наше дело качественнее, как помочь обществу. Эта миссия, мне кажется, очень благородной, и ее надо делать на самом деле качественно, чтобы мы могли помочь обществу. У немецких экспертов, у немецких специалистов всегда есть чему учиться. Так я думаю, что это основной лозунг этих нескольких дней, которые мы проведем сегодня в Камрате, завтра в Кишиневе, обсуждая дело журналистов в Гагаузии и в Молдове. Сейчас Европейский Союз тоже уделяет особое внимание этой темы, которая является как бы фундаментом, своеобразным фундаментом государственности, своеобразным фундаментом дальнейшего развития и демократии и построения правового государства. В отношении свободы СМИ Молдова действительно поменялась, особенно с конца 2009, начала 2010 года. И Молдову можно считать в этом отношении, в смысле свободы средств массовой информации, как в отчасти или частично свободную страну, или частично свободную страну по измерениям Дома свободы, Freedom House, как частичную свободу, которая занимает где-то 102 место среди 197 стран всего мира. Im digitalen Zeitalter nicht mehr nur durch die klassischen Medien verbreitet werden. Это подчеркивает мою мысль о том, что в сегодняшнем цифровом мире информация не только распространяется через СМИ. Das heißt, dass die Information ohne noch die Kommentare oder Meinungen von Journalisten auch direkt von einer Regierung an die Bürger gerichtet werden kann. То есть, что какие-то сведения, какая-то информация на гражданам напрямую от самого правительства доставляется без комментариев журналистов. Denn in dem digitalen Zeitalter können solche Angebote die klassischen Medien, die klassischen Informationsquellen nur ergänzen. Потому что я считаю, что в эпоху цифровых технологий такие сети могут только дополнять. Und wir sind so konfrontiert und sehen wir verschiedene Perspektiven und verschiedene Lagen wie in jedem Land. Hier die Journalisten sehen die Probleme in diesem Land und wie sie berichten und was sie konkret als Problem sehen und wie sie sich dafür einsetzen wollen. И вот благодаря таким дискуссиям мы видим, как в каждой стране журналисты видят по-своему развитие ситуации, что они могут делать, с какими проблемами они встречаются и как они на эти проблемы отвечают. Und dieses Jahr haben wir gewagt, auch im Rahmen, es wurde vom BMZ, vom Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit, ein neues Programm. И Федеральным министерством по развитию и сотрудничеству была разработана новая программа. Und wir haben so einen Projektantrag И gestellt. мы написали проект, заявку на проект. Und unser Projektantrag wurde positiv bewertet. И наша заявка была позитивно оценена, и вот мы можем проводить. Und so haben wir mit diesem Projekt begonnen und im Rahmen dieses Projektes es gibt 2 Seminare, ein Training für die Journalisten aus Gagausien, Gespräche. В рамках этого проекта у нас будет 2 семинара, тренинг для журналистов из Гагаузии und Gespräche mit Abgeordneten. И беседы с депутатами. У нас имеются специальности, где наши студенты изучают немецкий язык. У нас есть кафедра иностранных языков, которая очень тесно сотрудничает с немецким посольством. Мы постоянно получаем различные технические средства, которые способствуют проводить и изучать немецкий язык, а также очень богатую литературу и словари. Очень мало изданий живут по естественным законам экономического развития. То есть за счет доходов минус расходы, чтобы содержать издание, платить зарплату и получить хоть какую-то прибыль.
Такие издания в Молдове есть, но их становится с каждым днем, на мой взгляд, все меньше. И здесь есть несколько проблем. Это и новые технологии, развитие интернета, финансово-экономический кризис, политическая составляющая. Все это приводит к тому, что инвестиции в СМИ становятся рискованными, тиражи печатных изданий катастрофически падают, штаты сокращаются, газеты с многолетними традициями закрываются или преобразовываются в интернет-издания. Я считаю, что сегодня журналистика не только молдавская, не только гагаузская, но и журналистика в мировом масштабе переживает определенный кризис. Этот кризис связан со многими факторами, и экономическими, но прежде всего фактором того, что сейчас на потребителей хлынул такой поток информации, что людям очень тяжело разобраться, что происходит, где происходит, почему это происходит и так далее. И роль журналистов в этом отношении должна меняться. Мы должны не просто информировать, выливать на читателей или зрителей этот поток информации, но помогать ему разобраться в этом потоке. И, к сожалению, не все журналисты, не все масс-медиа своевременно поняли вот эту задачу, что наша задача изменилась. Мы должны не только информировать, мы должны как бы помогать разобраться в том, что происходит. И в этом отношении любой семинар, любая конференция такого рода, она очень полезна и необходима для того, чтобы мы сами, журналисты, во-первых, поняли, что нам нужно делать, как противодействовать и экономическим вызовам, которые стоят перед всеми масс-медиа, перед вызовами вот этого информационного обесценивания того, что происходит вокруг нас, и тем самым сориентироваться и давать нашим потребителям более качественную информацию, более нужную информацию, и чтобы этой информации доверяли. Эта тема очень актуальная, она касается развития плюрализма мнений. Я думаю, что это одна из самых актуальных тем для нынешней молдавской прессы, включая гагаузскую, потому что у нас превратно, неправильно понимают плюрализм. У нас есть определенный плюрализм между изданиями, между телевизионными каналами, но у нас в последнее время, к сожалению, практически начисто отсутствует плюрализм внутри определенных изданий, определенных телеканалов. И мы должны с этим как-то бороться, как-то возвращать масс-медиа в состояние нормальности, нормального функционирования. А нормальное функционирование – это значит информировать, освещать, сообщать, но не пропагандировать и манипулировать, к чему прибегают наши СМИ зачастую. Идея возникла давно. Мы первый раз, когда столкнулись с этими проблемами свобода средств массовой информации, был 2008 год, когда мы увидели, как развивается все в Болгарии, потому что сделали семинар, где участвовали журналисты из Болгарии, Румынии, Германии и Молдовы. И 10 журналистов из Болгарии рассказали, как у них сначала было все государственное, потом было партийное, потом было предприниматели, потом были олигархи. И как всегда верили, что будет лучше, а получилось, что наоборот, все хуже и хуже стало. И тогда сравнили с Молдовой и постепенно увидели, что в Молдове тоже очень трудные процессы, потому что у нас маленькая страна, но проблемы большие. И в последнее время все больше мы в те группы, которые с профессорами или экспертами из Германии, мы заметили, что качество журналистики очень низкое, и поэтому мы решили написать такой проект и на эту тему свобода средств массовой информации, и поэтому так появилась из наших реальностей появилась идея этого проекта.